Все эти дни Грузию сотрясали митинги. Оппозиция требовала отозвать закон об инагентах из парламента. И, в общем-то, как мы видим, оппозиция своих результатов добилась. И уже сегодня разные эксперты, в принципе, разные люди говорят о том, что события в Грузии непосредственно будут напрямую отражаться на судьбе Абхазии. Как ты считаешь, так ли это? И если так, то каким образом? Но мы должны вспомнить, что все митинги, которые начинались на Украине, они тоже начинались за студентов, за все другое. И вообще подоплека была иная, а результат война. И для себя мы же понимаем, что в Грузии во время митинга, не скрывая, когда они начинают горланить Сухуми, Цхинвали, мы для себя понимаем, что они не о помощи нас зовут, а пытаются как-то намекнуть, что откроем второй фронт. Потому что подоплека всего этого именно это и была. Грузия почему именно сейчас начала принимать такие непопулярные для республики их телодвижения по причине того, что НПОшки начали требовать, чтобы вот мы вас профинансировали столько лет, давайте открывайте второй фронт, Украине тяжело. И мы для себя это и так понимали заранее, поэтому уже давно начали формировать народное ополчение в Абхазии. И слава богу, что самоорганизация нашего народа, она на уровне. И никто никогда не забыл, что издревле, когда абхаз шел пахать землю, то всегда за спиной у него висело ружье. Даже несмотря на то, что он держит мотыгу в руках, он для себя знал, что всегда неизвестно где и когда придется тебе быть полезным родине. Встретишь ты зверя или встретишь ты врага. Поэтому сегодня наши ребята, они готовились и продолжают готовиться. Просто те, которые не понимали и искали в их подготовке какую-то политическую подоплеку, сегодня они поймут все-таки, что наши ребята правы, и не зря готовились, и не зря они сюда приезжали. Командиры рот, взводов проходили обкатку в современных реалиях и понимали, что такое современная война, в отличие от грузинов. У них, да, есть грузинский легион, но большинство из них они утилизировали, поэтому сказать, что они что-то обкатали, что-то на родину привезут интересного, нет. Они на родину привезут только смерть, потому что там, где они попытаются пересечь границу, мы их встретим. Мы их встретим, и не просто мы их встретим. Момент в том, что Грузия больше, чем Абхазия в численности, в территориальном, но это не Китай. И отношение к гробам, которые пойдут в обратную сторону, там совсем другое будет. Если они готовы со старту потерять 5000 человек, то милости просим, Абхазия вас ждет. Если пусть оценят здраво свои смыслы. Если Грузия сегодня, который на митинге орет Сухуми, пусть для себя знает, что Сухум, никакого Сухуми не будет. Пусть для себя они знают те горланища, это же молодежь горланит, которая еще даже в Сухуми не была. Вот готовы их старшие, тех крикунов потерять, вспоминать их, что вот какие они были красавцы, на митинге орали. Это война. Там, как вы не думаете, что у вас прокатит там прийти, как в свое время думали, с розами, пересечь границу. Какие розы? Вы о чем говорите, вы о чем думаете? Женщин вперед пустить? Слушайте, нам нету разницы, кто пересечет нашу госграницу. Вы за юбками спрятавшиеся или вы на танках? Для нас вы враги. Мы вас кончим там. Поэтому разговоров иных не может быть. И население к этому готово. Вопрос на то, будем ли мы в этом принимать участие, само собой. Не просто так же мы людей обкатывали, не просто так же мы людям объясняли, как что будет. Мы, если здесь моб-резервы готовили, то на родине тем более. Поэтому пусть и каждый грузин для себя знает, что может гостем прийти соседом, но врагом к нам лучше не заходить. Поверьте, 92-93 год это еще не кровавым будет для вас. Ну, давай об этом немного поговорим поподробнее, о том, о подготовке в Абхазии. То есть получается, что пока кто-то воспринимал угрозу открытия второго фронта как просто страшилку, были силы, которые
реально готовились к возможным попыткам Грузии вторгнуться опять в Абхазию. Можем ли мы публично говорить о том, о какой численности людей идет речь? Есть ли какое-то вооружение у Абхазии? Можем ли мы об этом публично говорить? Владислав Григорьевич Арденбо еще сказал такую фразу: вооруженное население – это его спокойствие и стабильность. Поэтому оружия у нас хватает. Благодаря еще Грузии и НАТО у нас склады заполнены с 2008 года. Поэтому благодарим. Если вы хотите нам обновить наше вооружение, мы этому тоже рады. Если у вас память слабая, то за 100 лет более 7 войн, которые вы проиграли, видать, еще очередную хотите. Мы ждем, мы готовы. Результат в том, что о какой численности говорить, можем говорить, нам что скрывать. Мы малочисленный народ, и если среди нашего малого народа самоорганизовалось около 15 тысяч человек, это немалая сумма, потому что мы сейчас говорим о том количестве, которые встали в ряды, не о том количестве, которые записались, потому что записываются все. А те, которые именно пошли ответственно, выбрали себе командиров, выбрали себе специальности, тренируются, это не беря в расчет наше Министерство обороны, не беря в расчет наших МВД и спецслужбы наши, потому что и там ребята с самоотдачей тренируются, готовятся, звонят, спрашивают. Те ребята, которые наши отсюда возвращаются, они с ними какие-то производят тренировочные процессы, учебные, потому что момент заключается в том, что стрелять умеют все. Летать на беспилотниках умеют сейчас многие, так как мы открывали беспилотные центры и уже сами в Абхазии начали собирать, понимая, что Китай лихорадит и в какой-то процесс мы можем остаться без готового продукта, поэтому начали собирать сами, программисты наши над этим работают. И заключается в том, что самообучение ребят, это сейчас не моя заслуга, ни кого-то. Вот сейчас кого-то сказать, вот этот парень сделал там все для этого. Нет. Просто мышечная память, что в случае беды надо быть едиными и собираться. Поэтому на районах сами ребята собрались, они позвонили, сказали, нас столько-то, мы занимаемся тем-то, тем-то, правильно, неправильно, какие-то такие консультации мы даем. В остальном сами ребята молодцы. Тут ни одного не выделить. Поэтому мы туда делегируем наших ребят, которые просто последовательность движений, где применяется птица, где применяется танк, где применяется оружие. Сегодня танк это не только тяжелая техника, которая прикрывает пехоту, но это неплохое артиллерийское приспособление, как мы говорим, передвижное, которое кочующий, и он может на дистанцию 12 километров работать неплохо, поэтому мы вот эти все нюансы все передали, современную тактику войны передали, и поэтому мы спокойны. И об исходе мы даже не переживаем. Конечно, мы для себя понимаем, что в первой волне у нас какие-то потери будут, но мы на своей отеческой родине, которая уже не в одном поколении пролита кровью, пропитана вся кровью, поэтому мы ни за что не переживаем. Мы за свое отечество готовы все сложить голову, и мы для себя одно знаем, что вариант в том, что Абхазия с Грузией будут одним государством, если Грузия просто вступит в Абхазию. Другого варианта мы не рассматриваем. Может, когда будем каким-то единой Европой, союзным государством, и Грузия после пару каких-то таких вздрязга поймет и войдет в союзное государство, этот вариант тоже есть. Но на равных условиях, что Абхазия и Грузия отдельные государства. Одним государством, заходить автономия, и то сразу скажу, что статус автономии мы у вас отнимем. На твой взгляд, какими будут действия России, допустим, в случае открытия второго фронта? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Как мы себя поведем, так Россия себя поведет. Если мы будем хорошим, верным союзником для России, братом, товарищем, то она себя также к нам поведет. Если мы будем вилять как проститутки, то ясно, что она себя поведет чуть-чуть иначе. Потому что тут иные обстоятельства. Но просто нас на размен Россия точно никогда не пустит, никого не пускала, поэтому здесь даже за это говорить и не стоит. Это единственный верный союзник, это не Соединенные Штаты, которые бегут. И грузинов, видать, память как у рыбки, и забыли, что произошло с Афганистаном. Поэтому тут
Мы даже ничего такого не можем сказать. Одно знаю, что народ Грузии к войне не готов. Народ Грузии с абхазами ссориться не готов. Они сожалеют об этом. Это я могу заявлять, потому что я вырос среди грузинов в Сочи. Я это могу заявлять, так как у меня второй сын от грузинки. Поэтому много чего могу заявлять, зная, как грузины к нам относятся. Но правительство Грузии – это совсем другая история. Поэтому, когда я заявляю все время за Грузию, и когда пытаются грузины раскачать, в это грузины, знающие меня, не верят, потому что они меня знают. Касаемо правительства Грузии, то нет, извините, мы не приемлем их мышление. Даже нынешнее, которое называют марионеточным, там, пророссийским, что пророссийского? То, что негативно относится к России, что там пророссийского? То, что они не хотят войны, они разумные, они для себя понимают, они не хотят, чтобы при их правлении пролилось море крови, потому что Шеварнадзе кто-то с теплотой там вспоминает. Они не хотят повторять его истории. Они этого не хотят. Поэтому это здравые мысли, а не пророссийские мысли. Это здравые мысли, когда их НПОшки душат, заставляют что-то делать. Вы даже подумайте, вот логично там, выходят на митинг за то, что внешний фактор внутри страны влияет, то они свою страну явно призывают к тому, чтобы быть оккупированной. Хотя бы какой-нибудь СОС придумали, чтобы там против там чего-то, там какой-то митинг, отозвать закон. Вы, грузины, говоря о своем суверенитете, почитайте, какой закон вы отзываете. И против, как вы на митинги выходите, вообще, разуму не поддается этот трезвой мысли какой-то, но мышление, то, что открыть второй фронт, чтобы поднагадить России, слушайте, мы даже не будучи, например, союзниками России, через себя что дадим пройти. А сегодня мы понимаем, что Россия наш гарант, наш щит, и она полностью втянута в войну с Украиной, то, извините, ту моську, которая на слона там прыгает, мы на себя возьмем. Мне кажется, очень важно обратиться к нашим соотечественникам, к населению Абхазии, потому что и наверняка и тебе звонят с какими-то переживаниями, страхами, и вот нам звонят, беспокоясь о том, что там, возможно, начнется еще одна война. Вот что бы ты сказал нашим соотечественникам сейчас? Ну, что могу сказать? Ребята, записывайтесь в батальоны, или вы хотите, как в свое время небезызвестные личности пополнили сочинский батальон Шаргунда или московский, я за гуманитаркой. Поэтому для себя поймите, что за гуманитаркой поедут наши жены, а нам воевать. Поэтому для себя сделайте тот выбор. Афонцы молодцы, сделали выбор, начиная от гостиничников, простых предпринимателей и простых сельчан. Они встали в ряды, пополнили, сделали полигоны. Министерство обороны это увидело, услышало, тоже на это отреагировало. Остальные районы тоже начали подтягиваться, Гагра, все. Но вы для себя смотрите, что за вас воевать никто не будет. Те, кто это делают, они за Родину. Они отвоюют, они все сделают. Но после будет тех 20 лет, как у нас было дома, где ты был во время войны. Вот следующие 20 лет, как вы будете жить? В Москве-то, оказывается, тоже будет, где ты был во время войны. И в Абхазии будет, где ты был во время войны. Ошибаться? Так что давайте, ребятишки, просыпайтесь. Швейцария Гитлера заставила передумать простой идеей, поставив под ружье всех. И Гитлер понял, что на маленькую Швейцарию, с таким большим войском отвлекаться не стоит. И поэтому как-то договорились. Поэтому грузины сегодня тоже много чего говорят, много чего заявляют. Но поверьте, увидев единое население Абхазии, не рыпнутся. Поэтому будьте едины. И как в свое время в 92-93 году в Гудаутах на мосту написали: «Горцы, наша сила в единстве». И эту надпись молодежь не позволила закрыть рекламой, поэтому и вы свои глаза не закроете. Спасибо большое.